Формирование бюджета на следующий год практически на финальной стадии. Госпрограммы утверждены, сейчас идут лишь окончательные обсуждения. Особо пристальное внимание к школам, детским садам. Завтра депутаты поставят жирную точку в дискуссии по закону об образовании. Его приведут в соответствии с федеральным стандартом. Долго и бурно парламентарии обсуждали, как надо изучать государственные языки в школах. Вы знаете, что этот вопрос мы с коллегами рассматривали на протяжении последних 8 месяцев. Закон вновь был внесен в апреле месяце, но все ждали внесения изменения депутатами Государственной Думы, внесения изменений в свой закон Российской Федерации. Такой закон был принят в августе 2018 года, поэтому мы внесли поправки. И сейчас у нас он такой красивый, но самое главное, чтобы все жители знали, что сейчас обязательно во всех учебных заведениях, во-первых, процесс проходит в соответствии с федеральными общеобразовательными государственными стандартами и только на добровольной основе. Согласно федеральному закону, изменилась методика расчета объема субвенций для профильных учреждений. Уже сейчас отрасль образования получит дополнительно 212 миллионов рублей. На 10% увеличится сумма на учебники, школьный инвентарь. Дополнительные средства направит и фонд оплаты труда на уравнивание зарплат административного и обслуживающего персонала. С учетом увеличения МРОТ, вы это знаете, а у нас МРОТ вырос с 1 января этого года, с учетом решения Конституционного суда, и 1 мая этого года зарплата как раз прочих, категории прочих, она достаточно серьезно подросла. Для выравнивания ситуации по фонду оплаты труда дополнительно вливается как раз средства, которые, с одной стороны, повышают долю в структуре затрат этих учебных учреждений, с другой стороны, они как раз подтягивают до необходимого уровня, закрепленного законом, зарплату сотрудников, которые работают на этих должностях. Ну, просто для примера, так что для понимания. Ну, вот представьте, в Винте в прошлом году, в 2017 году, МРОТ составлял 10 тысяч рублей. С учетом изменения в январе, с учетом изменения в мае этого года, МРОТ там стал составлять 25 675 рублей. Вот представьте, насколько сегодня в отрасли требуется средства для того, чтобы выровнять и подтянуть эти зарплаты. Изменится и коэффициент наполняемости малокомплектных школ – 10 человек до 7. Таким образом, учебные заведения смогут рассчитывать на дополнительное финансирование, а педагогам пересмотрят коэффициент по нагрузке. У кого нет большого количества часов, им смогут пересчитать зарплаты в сторону увеличения. Подобные изменения коснутся третьей школы республики. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрган.